Вступило в силу соглашение о выплате пенсии трудовым мигрантам в России. В пятницу 20 ноября вступило в силу соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся государственных членов Евразийского экономического союза АЕС. Согласно ему, трудящиеся стран АЕС будут получать пенсии за периоды работы в других государствах Союза. Таким образом, Россия будет выплачивать пенсии трудовым мигрантам из государств АЕС за наработанный в нашей стране стаж. Документ был подписан еще 20 декабря 2019 года в Санкт-Петербурге лидерами стран АЕС Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии и России. Работа над проектом соглашения велась с 2014 года. Ранее из-за различий в пенсионных системах страны АЕС пенсионные права трудовых мигрантов формировались не во всех странах этого союза. Если же такая практика и существовала, то трудящихся при возвращении на родину не могли получать пенсию страны, в которой они работали. Итак, какие трудовые мигранты смогут получать пенсии в России? Теперь в России будут формироваться пенсии права трудовых мигрантов, граждан Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии, стаж, на основании которого они смогут претендовать на пенсию, должен быть приобретен легально, то есть граждан этих стран должны быть официально трудоустроены, а их работодатель должен отчислять за них все положенные налоги и выплаты. Пенсии будут выплачивать не только трудовым мигрантам, которые остались проживать на территории России. Их перечислят в том случае, если это иностранные граждане переедут на постоянное место жительства в другое государство. Член АЕС за исключением некоторых выплат. Кроме того, согласно документу, право на пенсию имеют члены семьи трудящихся в случае его смерти. Оно устанавливается в соответствии с законодательством конкретного государства, если при расчете размер такой пенсии зависит от количества членов семьи, то учитываются все члены семьи. Какие виды пенсии могут получать в России трудовые мигранты? По соглашению каждое государство будет выплатить пенсию в соответствии со своим законодательством. В России под действием соглашения попадают следующие виды пенсионных выплат. Страховая пенсия по старости, инвалидности по случаю потери кормильца. Фиксированная выплата страховой пенсии в повышении или увеличении ФФ и доплата к страховой пенсии. Если иное не предусмотрено, соглашением выплачивается только при условии проживания трудящихся на территории России. Накопительная пенсия и другие выплаты за счет средств пенсионных накоплений. Право на накопительную пенсию, трудовую страховую пенсию по инвалидности по случаю потери кормилица устанавливается в соответствии с законодательством конкретного государства члена АЕС. Остальные виды пенсионных выплат могут быть установлены только при наличии не менее 12 полных месяцев стажа работы на территории государства, на пенсию которого претендует мигрант. Как трудовые мигранты могут получить пенсию? Обратиться за назначением и выплатой пенсии трудовой мигрант может в пенсионные органы страны проживания или государства, где он был трудоустроен в России. Подавать документы нужно в порядке, установленном российском законодательстве. Соглашением установлено, что при получении пенсии одного государства, члена ЕС, трудящихся может
также получат пенсию другого государства-члена Союза. Если человек приобрел стаж у себя на родине, а затем приехал в другое государство на заработки, он может получать пенсии обоих государств, если его стажа будет для этого достаточно. Дорогие зрители, наше видео подошло к концу. Я уверен, что вы поняли. Если что-то непонятно, пишите в комментарии. Мы будем рады вам ответить.